В стенах библиотеки имени Некрасова сплетаются стихотворные строки о любви, дружбе, верности и предательстве. В главной алданской читальне состоялась творческая встреча членов литературного общества «Самородок». Подробности в сюжете наших алданских коллег. В главной алданской читальне состоялась творческая встреча членов литературного объединения «Самородок», ищущие через его величество слова ответы на самые разные житейские вопросы вместе уже год. Если экологи занимаются экологией, то мы занимаемся изучением души и тех ситуаций. Мы ее разбираем, эту ситуацию, только еще вкладываем в это стихотворную рифму. Сегодня Лито насчитывает порядка 2 десятков самородков. Они творят в разных жанрах, раскрывая десятки тем. Для того, чтобы написать стих, нужна своя энергетика, толчок нужен. И вот, слушая чужое стихотворение, какая-то мысль тебя задевает, и ты как ответ пишешь свое. Айно Медияйнин первое стихотворение написала, будучи школьницей. Вдохновение ей даровала первая любовь. Однако поэтической искорке не суждено было разгореться. Айно прочла свои творения знакомым и встретила лишь иронические ухмылки. Творческий огонек поэзии засиял вновь недавно, когда Айно стала бабушкой. Наверное, у меня стихотворения детских, но они у меня разные, абсолютно разные. Все стихотворения не похожи друг на друга. На первый день рождения общества были приглашены самые близкие друзья, те, кто помогает творцам духовно и материально. Сотрудникам музея и библиотеки, настоятелю православного храма и руководителю типографии председатель Лито вручила благодарственные письма. Литераторы в качестве подарков получили блокноты для будущих рукописей и рабочих заметок. Татьяна Вахнина, Сергей Шапачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.